что я сказал в 2001 году. Звук дайте. Эта ситуация в том числе с нашим парламентом связана. Грузинские депутаты неоднократно хотели приехать сюда. И я просил уже, чтобы мы сосредоточились на СНГ. Туда нужно ездить. Постоянно нужно ездить. В Тбилиси нужно ездить, в Киев нужно ездить, в Минск ездить, в Ташкент ездить. Их сюда приглашать по несколько раз в год. Сейчас ситуация там напряженная. Вот я напомнил вам, о чем я просил наш парламент в 2001 году. Прошло 17 лет, и ничего не изменилось. Понимаете? Мы должны приоритеты расставлять. Я согласен, можно выезжать во все страны мира, со всеми устанавливать отношения, но главное направление – это Юго-Восток. Это Таджикистан, и Узбекистан, Туркмения, и Киргизия, ну все страны СНГ, там их 5 стран. Почему? Потому что там к нам до сих пор относятся лучше, чем в Прибалтике и на Украине. Так почему же мы мало внимания эти годы уделяли этому региону, особенно Узбекистан? 25 лет никаких делегаций оттуда сюда или от нас туда. Кто так работает? Дипломаты могут запаздывать, но я говорю о парламентском измерении. Это, конечно, может быть наше упущение, потому что у нас весь мир перед глазами. И вот наша делегация побывала там. Мы встречались с руководством Таджикистана, президент, парламент, министр иностранных дел, Узбекистан, председатель парламента, сенаторы, депутаты. Граждане, мы посетили металлургический завод, сельскохозяйственные предприятия. Они хотят, чтобы между нами были теплые отношения. Они хотят изучать русский язык. Они просят русские учебники. Они просят открывать русские школы. В Киеве или на Украине закрывают, а там просят открывать. Просят русских учителей направить, потому что местные кадры талантливые люди, но все-таки лучше, когда язык преподает носитель языка. Для кого-то язык родной. Учебники, просто книги. Открыть магазины и в Ташкенте, Душанбе, русская книга. Артисты, чтобы приехали. Киев закрывает нам возможность ехать нашим артистам. Там ждут, а наши артисты не едут. Поэтому надо хорошо знать ситуацию. Я не упрекаю наших дипломатов, и у них есть какие-то, может быть, еще не до конца доработанные инструкции. Не всегда они хорошо знают, что такое Средняя Азия. Вот. Но мы-то не чиновники, не дипломаты, поэтому, может быть, нам пора уже объединить комитет по СНГ с международным. Все это одно и то же, а то у нас получается одна страна СНГ, другая уже международный комитет, и вот они силы свои не знают, куда направить. Все это международные отношения. И какая разница, это СНГ, Евросоюз, Латинская Америка, Африка и так далее. То есть ждут, хотят, а мы, так сказать, как бы в стороне. Но самое главное, Таджикистан. Вы знаете о том, что каждый день погибает 2-3 таджикских пограничника. Они своей кровью останавливают банды, которые хотят прорваться в Таджикистан. Это же и для нас с вами граница. Если они прорвутся в Таджикистан, неименуемо окажутся и в Узбекистане, и в Киргизии, и Казахстан. А Северный Казахстан – это Южный Урал и Южная Сибирь. Мы получим Сирию в 10-кратном размере. И потом будет намного сложнее. Надо помочь в охране таджикской границы, больше технических средств и подготовка. У нас самый большой опыт охраны государственных границ. Наши пограничники самые опытные. Поэтому здесь нам надо усилить работу в этом направлении, быстрее ратифицировать все соглашения, которые у нас лежат, в очереди лежат. Давайте вне очереди сделаем все соглашения с Азией, Средней Азией, имею в виду. Вот Таджикистан, Узбекистан и так далее. Вне очереди. Потому что там ждут нашей поддержки и помощи. Надо там учить русскому языку, чтобы они могли приезжать сюда, и мы бы их не замечали, что они откуда-то приехали. Но они же приезжают, не зная языка. Мы их лишили такой возможности. Не изучать язык там. Поэтому надо обязательно, что у нас нету типографии, нету возможности выделить новые тысячи учебников, увеличить подготовку учителей русского языка. Они уже едут туда, но мало. Нужно в десятки раз больше. Это нужно направление взять под особый контроль. И мы в этом убедились. И
И это не просто так. Знаете, вот давайте в какой-то там республике, стране что-то сделаем. Это стратегическое направление. Мы все правильно сделали с Сирией. Но видите, до конца не удается. Там сохраняют позицию американская коалиция, чтобы продолжать там разбойные нападения уже теперь на мирные города Сирии. То они мечтают об этом, чтобы ИГИЛ и афганские такие моджахеды ворвались бы в Среднюю Азию. Богатейший край, уран, газ, нефть, все там, фрукты. Фрукты почему мы из Африки завозим? Завозим еще с каких-то территорий. Там сейчас вот самые лучшие гранаты урожай созрел, хурма, значит, лимоны, без всяких нитратов. Они, когда к нам приходят, они уже помазаны всякой гадостью, чтобы сохраниться. А там они сорваны с деревьев. Почему фуры день и ночь не везут их нашим гражданам? И дешевле было бы. Мы своих граждан обманываем, продаем подороже им и отравленные овощи и фрукты. Хлопчатник там закрывают, убирают хлопок, начинают засевать, значит, плодоовощной продукцией, чтобы там выращивать. Нам что, хлопок с вами не нужен? То есть плохо мы над этим делом отслеживаем, и надо принимать самые такие нужные, эффективные меры.